Коми подходят к завершению работы по благоустройству территорий в рамках программы формирования комфортной городской среды. Напомним, весной прошлого года в 7 городах республики в ходе интернет-голосования жители сами выбрали 23 общественные территории для ремонта в 2022. 4 из них в Ухте. Здесь преображают площадь на улице Тимирязева в Шудаяге, силуэт головы Ленина и прилегающую площадку в Ветлосяне, а также территорию поселкового клуба в Сидью и тротуары по улице Космонавтов в Яриге. Подробнее о ходе работ Виктория Науменко. Последний штрих – большая светящаяся надпись «Ухта» на склоне. Только это осталось доделать на территории возле ухтинской достопримечательности – силуэта Ленина в микрорайоне Ветлосян. Монтаж трехметровых букв идет полным ходом. Уже сегодня запланированы пробные включения светодиодов. Этим вечером ухтинцы увидят надпись из разных точек города. В рамках программы формирования комфортной городской среды здесь заменили асфальт, бордюрный камень, установили освещение, урны, оформили цветник и, главное, комфортные и безопасные смотровые площадки с видом на город. Обновили и сам силуэт, покрасили Ильича алой краской. На 100% изменилось, лучше стало. Смотровая, букву теперь видно с ЖД вокзала. Вот теперь видно, что это Ухта у нас. На 2 общественных территориях в поселке Шудаяк и на Яриге сроки дорожных работ сдвинулись из-за занятости подрядчиков ремонтом так называемых школьных маршрутов. Но сейчас запланированный в рамках комфортной среды ремонт в поселках уже подходит к завершению. Фактически ничего не было. Все было разбито, все было старое. Я даже не помню, в каком году последний раз сделали до этого ремонт. Вот дожди идут, уже таких луж на этой дорожке нету. И вот прямо и там около тех домов также было. И здесь уже лужи были большие. А сейчас более-менее. Больше всего доделывать осталось в Шудаяге. Здесь объемы материалов вышли за пределы сметы. Шудаяк, там действительно та смета и те материалы, которые были заложены в плане работ, не соответствуют, потому что там оказалось, что надо было больше выбирать, глубина большая. А в поселке Сидью работы в рамках федеральной программы завершили в числе первых. Здесь облагородили территорию возле культурного центра поселка, здание клуба, где также расположена амбулатория и почта. 2 года назад здесь появилась детская площадка, летом 2021-го заменили остекление в самом здании, а в этом году обновили покрытие прилегающей территории, поставили освещение, скамейки и урны. Это, я так думаю, наверное, единственная точка притяжения в поселке. Здесь всегда очень много детей, взрослых, родителей. И место пользуется спросом у жителей поселка. В основном здесь и это и проходное место. Здесь мы идем и к автобусной остановке, и в магазин, и в здание администрации. Ну, естественно, клуб, в котором находится и почта, и амбулатория. Здесь же неподалеку от клуба в рамках комфортной среды облагородили дворовую территорию по улице Целинной. Заменили асфальт, бордюрный камень, поставили скамейки, урны. В целом объем работ небольшой, но двор заметно преобразился. Всего же в Ухте по программе в этом году благоустроены 10 дворов. На сегодняшний день осталось завершить работы только в одном. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.